О рабы Аллаха! Наш Пречистый Господь говорит в Своем Писании, в Своей книге, в начале сура Ас-Саф: «Я айюхалладина аману, лима такулуна ма ла таф'алун». О те, которые уверовали, почему вы говорите то, чего не совершаете? «Кабура мактан индаллахи ан такулу ма ла таф'алу». Велика ненависть Аллаха к тому, кто говорит то, чего он не делает. И вот в этих аятах Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля наставление, обращение. Всевышний Аллах Азза ва Джаль обращается. Кому он обращается в этих аятах? Всевышний Аллах описывает тех, кому он обращается качеством имана. Он обращается к ним, о те, которые уверовали. То есть эти слова к верующим, к мусульманам, не к лицемерам, не к неверующим. Эти слова обращены к верующим мусульманам. Всевышний Аллах говорит о те, которые уверовали. Это обращение к людям веры, к людям ислама. Обращение к тем из них, кто попадает в великую ошибку. Говорят то, чего они не делают. И это качество, оно не просто ненавистно Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Более того, Всевышний Аллах больше всего ненавидит это качество в людях, когда человек говорит то, чего он не делает. Всевышний Аллах использовал в этих аятах слово «макут». Слово «макут», «кабура мактан», велика ненависть Всевышнего Аллаха. То есть это не просто ненависть, это то не просто Всевышний Аллах не любит, однако Всевышний Аллах подчеркивает, что велика ненависть Всевышнего Аллаха к тому, кто говорит то, чего он не делает. Претендовать на то, чего в тебе нет. Много говорить о том, что больше твоего масштаба, что больше твоих намерений, что больше твоего уровня, твоего рвения и стремления. И были некоторые люди во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которые все время спрашивали: вот если бы Всевышний Аллах указал бы нам на какое-то дело, которое будет любимо ему больше всего, то мы бы непременно это дело совершали. То мы бы непременно совершали это деяние. И Всевышний Аллах сообщил своему посланнику, что самое любимое для него – это вера во Всевышнего Аллаха, которой не примешиваются какие-либо сомнения. И это усердное противодействие тем, кто противодействует Аллаху, кто враждует с Аллахом и его посланником, с его религией. Это борьба с ними. И вот когда были ниспосланы вот эти аяты, в которых сообщались эти слова, что самое любимое для Аллаха это вера в Него и борьба на Его пути, то многие из этих людей, которые просили посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, указать на любимое дело Аллаха, они начали преподать. Они начали преподать к земле. Им пришлось не по душе вот это ниспосланное. Они стали тяготиться повелением Всевышнего Аллаха. Тяготиться к повелению о борьбе на Его пути. Хотя до этого они сами заявляли о горячем желании. Они горели тем, чтобы понять, узнать, что Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, любит больше всего и как к Нему приблизиться посредством этого. И тогда Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, ниспослал им упрек. «Я айюхалладина аману, лима такулуна ма ла таф'алун». О те, которые уверовали, почему вы говорите то, чего вы не совершаете? И обратите внимание на великую мудрость Всевышнего Аллаха, как Он ниспослал эти аяты, в каком порядке. Сначала
Творец упоминает поведение некоторых верующих, мусульман. Они говорят то, чего они не делают. Дальше Всевышний Аллах Субхану ва Тааля объясняет, что это качество скверное. Оно ненавистно для него. И после этого Всевышний Аллах упоминает дела, которые любимы для него, которые являются примером реального исполнения его воли. И в этих аятах Всевышний Аллах продолжает: «Инна Аллаха юхиббул ладина юкатилуна фи сабилих, саффан кааннахум буньянум марсус». Поистине Всевышний Аллах любит, когда вы сражаетесь на его пути, будучи словно единое прочное здание. То есть любви Аллаха заслуживают кто? Любви Аллаха заслуживают не те, которые болтают о праведности, о готовности совершать богоугодные поступки, а те, которые приводят свои слова и свои деяния не в мечтание, а в реальность. Это не просто мечты, это не просто слова, это не просто заявление, а это практическое доказательство. Вот это и есть подлинная таква, это и есть подлинная богобоязненность, о которой говорит Всевышний Аллах: «Инна Аллаха юхиббуль муттакин». Поистине Аллах любит богобоязненных. Также это и есть и терпение, подлинное терпение, о которых говорит Всевышний Аллах: «Валлаху юхиббус сабирин». Поистине Аллах любит терпеливых. Это и есть ихсан, это и есть добродетель, о которой говорит Всевышний Аллах: «Инна Аллаха юхиббуль мухсинин». То есть совмещение двух. Это твои слова и твои деяния. Это и есть подлинный ихсан, подлинный сабр и подлинная таква, богобоязненность по отношению к Всевышнему Аллаху. И мы с вами, братья, живем в такое время, когда много слов и мало дел. Когда многие заняты тем, что их не касаются. Пренебрегают тем, что к ним имеет прямое отношение. Разговаривают о том, что их не касается, но пренебрегают тем, что относится напрямую к ним. И это явление, оно очень опасно. Оно несет в себе целый ряд вредных и опасных моментов. Во-первых, почему это опасно? Эти многочисленные слова, эти заявления, эти пустые разговоры человека о вещах, о которых наверняка знает, что они ему не по силам. Наверняка знает, что он это не будет делать, что он никогда не будет совершать то, о чем он говорит. И это противоречит ихлясу, это противоречит искренности, потому что ты не искренен в своих словах. Ты говоришь о том, что, однако, ты знаешь, что это преднамеренно, знаешь, что ты этого делать не будешь. Значит, эти твои слова уже противоречат искренности. Уже твое это даже дело построено неправильно, на неправильном фундаменте. Потому что настоящий верующий старается скрыть свои деяния, не разглагольствует о них, не рассказывает, а он пытается их обуздать, держит свой язык за зубами. Он не бахваляется, не претендует на то, чего в нем нет. Поэтому одним из тех, кто будет укрыт в тени Всевышнего Аллаха в тот день, когда не будет никакой другой тени, кроме тени Всевышнего Аллаха, это тот человек, который пожертвовал, дал садака, при этом то, что левая рука не знала, как пожертвовала, сколько пожертвовала его правая рука. Во-вторых, почему это опасно и чем это чревато? Если ты расширишь площадь своих разговоров, то ты сузишь площадь своих деяний. Тебя отвлекут от того, что тебе не по силам, и ты не сможешь это совершать. Сколько примеров этому? Человеку по силам пойти в мечеть, совершить намаз. Человеку по силам совершать дополнительный намаз. Человеку по силам взять Коран и прочесть его. Однако он не делает это, он мечтает о каких-то великих видах поклонения. Великих видах поклонения он пренебрегает то, что напрямую от него зависит. То, что напрямую он может совершить здесь и сейчас,
но он живет в мечтаниях, он живет в фантазиях, он думает, он пренебрегает. Может быть, это малочисленные для него деяния, но они напрямую касаются его обязанностей. И устремляется к фантазиям, которых нету конца и края, которые недоступны для него. Поэтому, о рабы Аллаха, человек обязан заниматься тем, что ему под силам, тем, что входит в его возможности, будь это религиозные или мирские деяния. Более того, Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, не возлагает на душу то, что ей не под силу. Всевышний Аллах не возложил на тебя то, что ты мечтаешь в своих фантазиях, то, что ты мечтаешь когда-то совершить, но никогда это не совершишь. Аллах, субхану тааля, не ввел в это в обязанность. Всевышний Аллах говорит: «Ля юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха». Всевышний Аллах не возлагает на человека то, что ему не под силам. И если такой человек не займет себя тем, что находится вот здесь поблизости, в рамках его обязанностей, он потеряет это равновесие. Он потеряет эту гармонию в жизни. Его слова будут отличаться от его деяний. Его деяния потеряют искренность. Его деяния потеряют искренность, и такой человек перейдет в жизнь, подобно каких-то фантазиях и мечтаниях. Его слова будут всего лишь звук, который ничего не зависит, на который нельзя положиться и на который нельзя опереться. И наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, побудил к реальным, похвальным делам и предостерег от распускания языка без ответа за свои слова, без контроля своих слов. И однажды он обратился к людям с такими словами, что поистине самые любимые для меня из вас и самые близкие ко мне в судный день будут те, у кого будет наилучшая нравственность. Самые же ненавистные для меня и самые далекие от меня в судный день будут болтуны, любители красивых фраз и разглагольствующие. И люди спросили, кто такие разглагольствующие? На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: аль-мутакаббирун, то есть те, которые кичатся, горделивые. То есть те, которые много говорят, стараясь показать себя достойным, показать какие-то достоинства, которых у него в итоге нет. Вслушайтесь в слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что это люди, которые будут находиться вдалеке от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в судный день. Это самые ненавистные для пророка, алейхи салату вассалям. Кто? Те, которые без всякой осмотрительности, без всякой ответственности говорят то, что они не будут делать. Говорят то, что они, зная, что они не будут совершать изначально, но они говорят это. Выставляют на показ какие-то достоинства, которых нет, мнимые достоинства. Это вторая опасность. Третья же опасность в произнесении этих слов, за которыми ничего нет, что это становится причиной испытания. Что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, может испытать тебя по причине вот этих вот твоих пустых слов. Ты будешь испытан, поэтому держи свой язык. Праведные предшественники говорили: аль-балау муаккалун биль-мантык. Поистине беда, она связана с языком, с произнесением. Поэтому Абу Бакр ас-Сиддик, ради Аллаху анху, говорил, часто любил повторять слова такого поэта: «Ихдар лисанака ан такулу фатубтала инналь балау муаккалун биль-мантык». Придержи, остерегай свой язык, чтобы говорить и не подвергнуться испытаниям. Поистине испытания, они вызываются вот этими вот речью, твоим произнесением слов. И в начале ислама, когда мусульмане были слабыми, им было приказано удерживать свои руки, терпеть, совершать намаз, выплачивать закат, прощать тех, которые издевались над ними. Но они горячо желали встретиться в бою с теми, кто их подвергал унижением, изгнанием, проявлял по отношению к ним тиранию.
они мечтали встретиться с ними в бою. И когда уже у них появилась своя обитель, своя твердыня в Медине, когда они обрели силу, когда они обрели возможности вести походы, вести военные действия, оказалось, что некоторых из них, кто вчера говорил о сражениях, охватил страх, охватило малодушие. И тогда были ниспосланы аяты, где Аллах Субхану ва Тааля, в которых содержатся воспитательные принципы для всех верующих, вплоть до судного дня. Разве ты не видел тех, Всевышний Аллах говорил, «Алям тара иля алладина киля лахум куффа айдиякум, ва акимус салата, ва атус заката, фаламма кутиба алейхимул киталь, иза фарикум минхум яхшауна наса ка хошьятиллах». Разве ты не видел тех, которым было сказано, удерживайте ваши руки, то есть не сражайтесь, однако совершайте молитву, совершайте намаз, выплачивайте закат. И когда им появилась возможность совершить это сражение, и когда им было предписано сражение, то часть из людей стала бояться людей так, как должны бояться Всевышнего Аллаха. Так, как они должны бояться Всевышнего Аллаха. Не случайно посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запретил желать встречи с врагом. Мечтать о ней. Почему запретил? Чтобы человек не был испытан тем, что он не выдержит. Не был испытан тем, что он проявит в этот момент трусость, когда он говорил о том, что он готов, о том, что он может, о том, что он готов ринуться в бой. Но когда придет этот бой, чтобы ты не проявил эту трусость, чтобы ты не проявил это малодушие, и чтобы ты не стал бояться этих врагов Аллаха так, как ты должен бояться Аллаха. О рабы Аллаха, основными принципами приверженцев сунны и джамаата, единой общины, это что? Это иман. Иман, в который входит убеждение сердцем, произнесение языком и совершение дел органами тела. Таким образом, о рабы Аллаха, вера — это не просто речь и слова. Это не просто заявление, а степень человека, его достоинство не заключается в том, насколько он много, красиво говорит. Однако вера человека — это то, что закрепилось в его сердце, и то, что подтверждается его делами. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, поистине Аллах не смотрит на ваши тела и на ваш внешний облик, не на ваше имущество, но Он смотрит на ваши дела, и на ваши сердца и на ваши деяния. Именно так Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля смотрит на ваши сердца и на ваши деяния. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не ограничился, что он смотрит только на ваши сердца или только смотрит на ваши дела, на то, что вы заявляете, на ваши слова. Однако Всевышний Аллах Субхану ва Тааля смотрит как на ваши сердца, так и на ваши дела. Астагфируллаха ли ва лякум ва лисаирил муслимин мин кулли замб фастагфируху иннаху хувал гафурур рахим. Алхамдулиллах, хамдан касиран тайибан мубаракан фих. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. О рабы Аллаха! Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, распределил между своими рабами ни'ма, милости. И самой великой, самой лучшей милостью, которой удостаивается человек, это прямое руководство, это ислам и иман. Что если человек приобрел это, то он приобрел множество из милости Всевышнего Аллаха. Однако мы с вами должны знать о том, что самая великая милость после руководства, после прямого пути является безопасность, является милость безопасности, которая облегчает тебя, когда дает тебе Всевышний Аллах возможность поклоняться Ему, исповедовать Его религию в безопасности. Не боязнь
не боясь преследования, не боясь за свою жизнь, чувствовать защищенность, спокойствие, что ты можешь спокойно исповедовать религию, которой доволен Всевышний Аллах. И знаете, что нет большего притеснения после многобожия и неверия, это притеснение рабов Всевышнего Аллаха. Это гнет, это беззаконие, это испытывать верующих, испытывать их, проявлять к ним, совершать фитну среди верующих, пытаться их отвести тем самым от веры, от имана, мучать, истязать так, чтобы они отвернулись от имана и вернулись в неверие. И вот эта вещь, она хуже для верующего, чем убийство. И поэтому Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране: «Валь фитнату ашадду миналь катль». Фитна, испытание, она хуже, чем убийство. Имам ат-Табари, рахимахуллах, говорил в толковании этого аята, что для верующего, если его начнут подвергать испытаниям, искушениям, притеснениям, изгнаниям, депортации, так, что из-за этого испытания это повлияет на его иман, так, что это может повлиять на его религию, что он может уйти из религии, это хуже, чем быть убитым, крепко держась за религию Аллаха Субханаху ва Тааля. И Аллах Субханаху ва Тааля напоминает своему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, напоминает сподвижникам о милости, которую он проявил по отношению к ним, по отношению к верующим, что он удержал руки врагов, когда враги ополчились, чтобы напасть на верующих, которые хотели уничтожить пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и тех, которые были вместе с ним. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Я айюхалладина аману зкуру ни'маталлахи алейкум, إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون». О те, которые уверовали, вспомните о милости Аллаха по отношению к вам. Когда задумали люди протянуть свои руки к вам, чтобы убить вас или причинить вам вред, и Он удержал их руки от вас. Бойтесь Аллаха, и пусть на Аллаха уповают верующие. О братья, о мусульмане, из самых великих милостей к нам с вами, что мы с вами по милости Всевышнего Аллаха можем, находясь в каких-либо землях, в данном случае даже на этой земле, мы можем поклоняться Всевышнему Аллаху, мы можем посещать мечети, мы можем исповедовать ту религию, которой доволен Всевышний Аллах, мы можем проявлять внешние обряды нашей религии. И мы не будем испытаны тем, что будем притеснены из-за этого. Мы можем посещать праздничные молитвы. Мы можем с вами молиться. Мы можем с вами совершать коллективные намазы в джамаате. И нет притеснений, и нет гонений, нет запретов. И доказательством этому эти вот наши с вами мечети, в которых мы ходим и можем говорить о религии Аллаха Субхану Тааля. И можем говорить о том, чем доволен Всевышний Аллах. Поэтому, братья, берегите эту милость. Берегите эту милость. А как берегутся милости Всевышнего Аллаха? Когда человек благодарит Всевышнего Аллаха за оказанную милость ему. Когда человек благодарит за то, что Всевышний Аллах проявил по отношению к нему. Делает все, что зависит от него, из тех причин, которые установил шариат для сохранения этих милостей. И часто вспоминайте те времена, когда верующим рабам приходилось проходить через испытания. Будь это первые поколения, будь это сподвижники или табиины, будь это поздние поколения. Какие притеснения, какие гонения, какие истязания, какие убийства, депортации. И это не просто в отношении какого-либо одного народа. Это в отношении многих народов, целью которого суть этих гонений была не лишь в том, чтобы эти люди отказались от слов «Наш Господь Аллах». Наш Господь Аллах. Всевышний Аллах говорит
алладина ухриджу мин диярихим бигайри хак, илля ан якулу раббана Аллах. Те, которые были изгнаны, выведены из домов, без права только за то, что они говорили: наш Господь Аллах. Посмотрите на жизненный путь, на сиру пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на сподвижников, на первых мусульман, и вы найдете там утешение. Вы найдете там утешение, и вы найдете там, что то, что происходит сейчас, то, что происходило когда-то, происходило с первыми поколениями. Один случай достаточно упомянуть, чтобы понять это. Речь идет о посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ибн Мас'уд, ради Аллаху анху, рассказывал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, находился в один из дней возле Каабы. Кааба — это лучшее место на этой земле. Он был возле Каабы. Также в то время возле Каабы находилась группа из числа многобожников курайшитов. И один из них сказал: посмотрите на этого показушника, имея в виду пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Кто из вас сейчас возьмет кишки верблюда и положит ему на спину, когда он совершит саджда, когда он совершит земной поклон? И вот стал один из них, Укба ибн Аби Муайид. Он пошел, взял эти кишки верблюда, и когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, совершил саджда, он возложил эти кишки ему между лопатками. Увидев это, Фатима, дочь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, подбежала и начала убирать этот мусор со спины пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И они начали смеяться. И они начали смеяться так, что заваливались друг от друга. То есть хохотали, валялись по полу. И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, встал. Когда он встал, он сказал: Аллахумма алейка би Курайш, Аллахумма алейка би Курайш, Аллахумма алейка би Курайш. О Аллах, покарай курайшитов, о Аллах, покарай курайшитов, о Аллах, покарай курайшитов. И потом стал называть их имена поименно, каждого. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: Аллахумма алейка би Амр ибн Хишам, ва Удба ибн Рабиа, ва Шейба ибн Рабиа, ва Валид ибн Утайба, وأمية بن خالف وعقبة بن معيط وعمارة بن الوليد. Каждого из них пророк, саллаллаху алейхи вассалям, упомянул по имени. И Абдуллах ибн Мас'уд, тот, кто передал этот рассказ, тот, кто передал этот хадис, говорит, что клянусь Аллахом, всех их потом я увидел в колодцах битвы при Бадре. Все из них были убиты в первой битве, в которой встретились мусульмане и курайшиты. Как в этом мире они были врагами Всевышнему Аллаху субхану ва тааля, и в следующем мире последует проклятие Аллаха за то, что они испытывали верующих, за то, что они издевались над пророком. Это было положение пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В таком положении он находился 13 лет. Это имам, это предводитель всех пророков, это лучший из посланников, это лучший из всех молящихся, это самый почтенный из всех, кто совершал когда-либо земные поклоны. Поэтому каждый из нас, братья, должны помнить милость Аллаха по отношению к нам. Проходят годы, и мы с вами находимся в таком положении, когда мы можем спокойно исповедовать, что мы не испытаны так, как испытаны наши предки. Мы не испытаны так, мы не испытаны депортациями. Мы не испытаны, мы должны благодарить Всевышнего Аллаха субхану тааля, должны проявлять шукр и должны приумножать эти милости, чтобы милость Аллаха в установлении религии Его охватила еще больше массы, и мы добились с вами еще больших успехов. Ва ахиру ду'авана анильхамдулиллахи раббил аламин ва акимус салам. Аллаху акбар, ашхаду ан ла иляха илля.